Абу Садам Шишани. Анзор, я думаю, что нам нужно высказать коллективную благодарность Дауту за этот пятичасовой сабантуй. Они своими языками возвеличили наших героев и своими же языками растоптали себя. Валлахи, брат, ты прав. Я тоже такой удивленный смотрю, какие же они глупые, безмозглые, такие сидят, и как им не стыдно. Как им не стыдно. Ну, я абсолютно вот полностью каждое слово поддерживаю. Они их еще выше подняли. Ну, дальше уже некуда было, но не знаю, как это сейчас сказать словами, ну, я подтверждаю твои слова, так это было. И показали свою мерзость, подлость, вот, свое предательство, еще раз доказали. Мы можем называть имена наших героев. Они у нас были, и никто не сможет их очернить, и мы не дадим этого сделать. Свое предательство они уже доказали давно. Аллах рейсваю. Шадик дикхаба, иншаллах. Томсо, я сейчас вернусь к твоим словам. Я сегодня об этом чуть-чуть говорил. Я знаю, как велась Вторая война, какая она была подлая. Да? Мы все это знаем, что во время Второй войны больше было подлости, больше было жестокости, особенно от этих мерзавцев. Они даже узаконили такое, что вот, мол, родственники террористов – это тоже террористы, то же самое. И они уже как бы официально, хотя они и раньше делали, но сейчас уже с бумажкой, официальной бумажкой, с этим законом, начали ловить родственников, мучить их, убивать их. Даже были случаи, что нашим муджахидам приходилось делать самоподрывы, взрывать гранату возле своего лица, чтобы его лицо не узнали, чтобы не мучили потом, после того, как его убьют, чтобы не мучили его родственников. Вот до чего дошла эта Вторая российско-чеченская война. Почему я хотел еще возвратиться к твоему сообщению, Тумсо? Я знаю, что наш лидер, потому что я много общался с ним, с Ахмадом Авдархановым, с ним, с отцом, когда они останавливались в разных населенных пунктах или в каких-то других местах, то эти места минировались. Здания вокруг, или там будь вокруг блиндажа и так далее. А потом они эту тактику изменили, и был сшит такой пояс шахида специально для Масхадова. Потом Аслан Масхадов, наш лидер, подумав, мне потом передавали это, подумав, что если будет какой-то взрыв или самоподрыв, то могут погибнуть и другие. Валлахи, это так и было. Он подумал уже о другом. Он посоветовался с Абдулхалимом Садулаевым с точки зрения религии, что можно сделать в такой ситуации. Можно ли самому совершить, например, самоубийство, как это говорят, да? И было такое решение, что да, действительно, в таких сложных ситуациях лидеру можно только вот так и так и так. Был такой разговор у Абдул-Алима Садулаева и Аслана Масхадова. И было решено, если кто-то будет жив рядом, то он должен будет выстрелить нашего президента. Сделать все так, чтобы не попасть в руки российским оккупантам.